Чащидалек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-Ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-Лама советует проявлять сочувствие и сострадание при поддержании общественного порядка со стороны полиции. Новость о приговоре тибетцев в Китае к 13 годам лишения свободы просочилась в печать лишь спустя 7 лет. Тибетский экскурсовод скончался от травм в тюрьме в Дриру, Тибет. Центральная тибетская администрация запускает обновленный веб-сайт. Группы поддержки Тибета в Японии и Чехии еще раз подтвердили свою неизменную поддержку Тибета. Госдепартамент США присоединился к виртуальному празднованию Лосара. Тибет – это не только моральная проблема, но и сфера интересов США. Виртуальное празднование принятия закона о тибетской политике и поддержке 2020 года. Во время виртуальной беседы с членами фонда индийской полиции его святейшество Далай-Лама сказал, что поскольку полиция призвана защищать свободу и демократию, офицерам полиции крайне важно определить цели и мотивацию своего поведения и всегда помнить о принципах, согласно которым они действуют. Его святейшество высоко оценил службу индийской армии, охраняющей границы, и добавил, что пограничники защищают не только землю, но также культуру и ценностные ориентиры, сложившиеся на этой земле. India, as I mentioned earlier, one of the biggest democratic country, now protect this country, not just its border or these things, but protect 1,000-year-old India's tradition. Very important. These Karuna, Ahimsa, you see, these Indian tradition actually world need. В среду на этой неделе его святейшество Далай-Лама в режиме онлайн побеседовал с членами фонда индийской полиции на тему сочувствия и сострадания при поддержании общественного порядка со стороны полиции. Его святейшество Далай-Лама в своем специальном видеообращении по случаю 34-го ежегодного благотворительного концерта Офиса Тибета в США поблагодарил организацию за ее важный и существенный вклад в продвижение тибетской культуры и традиций. And some organization like Tibet House is very useful, very helpful to make clear what is Tibetan culture. So, firstly, I want to thank Bob Thurman. Then, and those people who helping Thurman. So these, I think, gradually will be a sort of informer to new area or west. So therefore, I really appreciate Bob Thurman. I personally, my long-time my friend. Недавно появилось сообщение о тибетце по имени Намдак, приговоренном властями Китая в 2013 году к 13 годам тюремного заключения. Новость о том, что Намдак содержится в тюрьме Чушу, расположенной на расстоянии около 50 километров от столицы Тибета Лхасы, появилась лишь через 7 лет после его ареста в июле 2013 года. Намдак, тибетец, родом из уезда Дриру в округе Накчу, входящем в так называемый Тибетский автономный район, был осужден якобы за оказание помощи тибетцам, бежавшим в Индию. Согласно источнику, вместе с Намдаком к 13 годам тюремного заключения были приговорены еще 6 или 7 тибетцев из Дриру. Однако до сих пор не ясны ни подробности их задержаний, ни их имена, ни предъявленные им обвинения. По сообщениям отдела по правам человека Департамента информации
и международных отношений Центральной тибетской администрации, Намдак перенес приступ аппендицита, но китайские власти, скорее всего, с целью скрыть подробности состояния его здоровья, в течение последних 2 лет запрещали его семье и родственникам посещать его в тюрьме. 6 февраля в Лхасе в результате полученных в тюрьме травм скончался 51-летний тибетский экскурсовод Кунчок Джимпа, отбывавший тюремное заключение сроком в 21 год. Как сообщила правозащитная организация Human Rights Watch, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг, вызвавшего паралич. По данным Human Rights Watch, китайские власти задержали Кунчока Джимпу 8 ноября 2013 года, не поставив в известность об этом его семью. В 2013 году в уезде Джиру после мирных протестов против обязательной для местных тибетцев кампании Китая по вывешиванию китайских флагов на каждом доме были задержаны сотни тибетцев. Среди задержанных был и Кунчок. Позже его признали виновным в разглашении государственной тайны и передаче информации иностранным СМИ о протестах в его регионе и приговорили к 21 году тюремного заключения. По случаю тибетского Нового года Центральная тибетская администрация запустила обновленный веб-сайт tibet.net на нескольких языках – тибетском, английском, китайском и хинди. Обновленный веб-сайт имеет новые функции, включая улучшенную поисковую систему и загружаемые публикации. Кроме того, он включает в себя недавно добавленные виртуальное посещение Центральной тибетской администрации. Группы поддержки Тибета в Японии и Чехии заверили Тибет в своей неизменной поддержке и поблагодарили Соединенные Штаты за принятие закона о тибетской политике и поддержке 2020 года. В Японии представители 12 основных групп поддержки Тибета и центров изучения тибетского буддизма приняли участие в виртуальной конференции, в ходе которой обсуждались вопросы противодействия вторжению китайского правительства на японские острова и требования прекращения нарушений прав человека в Тибете. Чешская парламентская группа в поддержку Тибета в своем заявлении вновь подтвердила свое намерение неизменно поддерживать Тибет до тех пор, пока тибетцам не будет предоставлена подлинная автономия, предполагаемая политикой Срединного пути. В субботу на прошлой неделе Государственный департамент США организовал виртуальное празднование Лосара. Госсекретарь Энтони Блинкен вслед за словами поздравления с Лосаром вновь подтвердил приверженность администрации Байдена делу сохранения, защиты и уважения языкового и культурного наследия Тибета. В виртуальном праздновании тибетского Нового года приняли участие высокопоставленные должностные лица Государственного департамента, включая старшего должностного лица Лизы Петерсон. Прозвучали поздравления от представителя тибетского офиса в Вашингтоне Модупа Циринга и председателя международной кампании за Тибет Ричарда Гира, а также новогодние послания, поздравления и традиционные песни в исполнении тибетцев, проживающих в Северной Америке. В среду на этой неделе региональная тибетская ассоциация штата Массачусетс провела виртуальное празднование по поводу успешного принятия исторического закона о тибетской политике и поддержке 2020 года, а также в честь конгрессмена Джима МакГовера и сенатора Марко Рубио. К виртуальному празднованию присоединились Сикьонг доктор Лобсан Сенге, Беттани Поулос, советник сенатора Рубио по иностранным делам, Тадой Шарлин, бывший секретарь Центральной тибетской администрации, Тодд Рейд, государственный директор офиса сенатора Рубио, Джонатан Стиверс, директор по персоналу комиссии по вопросам Китая, представитель Далай-ламы в Северной Америке Модруп Циринг, Пучунг Циринг, исполняющий обязанности президента Международной кампании за Тибет, Дорджи Цетен, исполнительный директор организации «Студенты за свободный Тибет», президенты тибетских ассоциаций Северной Америки, президент РТАМ Циринг Дондуб
и другие сотрудники Конгресса США. Сикёнг доктор Лобсан Сенге поблагодарил конгрессмена МакГоверна за важную роль, которую он сыграл в успешном принятии закона о тибетской политике и поддержке 2020 года. И добавил, что и конгрессмен МакГоверн, и сенатор Рубио были главными поборниками возвращения Тибета в повестку Дня международного форума. 90-минутная церемония выражения глубокой признательности и благодарности подтвердила важность закона о тибетской политике и поддержке, поскольку он знаменует собой еще один прорыв в поддержке Тибета со стороны США и свидетельствует о том, что Соединенные Штаты остаются надежным якорем для Тибета. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч!